Последние годы страна удивила нас россыпью партий и политических движений, количество которых давно вступило в противоречие с официальными данными о численности населения. Мы, конечно, догадываемся, что активные их члены, числясь в одной партии, создают новые общественные движения, которые затем объединяются в блоки, и весь этот немногочисленный актив добросовестно перемещается от съезда к съезду, подписывает коллективные заявления, чтобы придать им громкость звучания. На самом деле это никакие не партии, это своеобразный отдел кадров. С первого дня создания они лоббируют кадровые перемены во власти по принципу шило на мыло. И свернуть их с этой колеи не может ни нашествие самшитовой огневки, ни марокканская саранча. Наверное, поэтому обнадежила меня одна из партий, не буду называть ее во избежание обвинений в рекламе, которая не пошла по традиционному сценарию, а предложила проект, непосредственно связанный с нашими интересами, направленный на поддержку многодетных семей, которым предлагаются не льготы и пособия, а предоставляется возможность зарабатывать самим. Хорошее начинание. И вот такое понимание партийного многообразия мне по душе. Хотят пользоваться популярностью у народа и быть, как им и предназначено, посредниками между гражданином и государством. Пусть выносят на референдум проблемы, которые волнуют людей. Заботятся о выделении средств на замену протекающего коллектора. Договариваются с главами районов о распределении земельных участков на берегу моря для ветеранов войны, инвалидов. Собирают подписи по требованиям о предоставлении кредитов для малоимущих. Осуществляют контроль за расходованием бюджетных средств. Но удивите нас хотя бы один раз и найдите деньги на детские площадки в микрорайонах и саженцы для жителей села не для того, чтобы вас куда-нибудь выбрали, а тогда, когда людям это надо. Соберитесь не на съезд, а на уборку мусора или борьбу с самшитовой огневкой. А если вам в этом воспрепятствует власть, зовите нас всех на референдум. Я думаю, что настал наш черед продемонстрировать реваншистам, что нас меньше всего заботят их кадровые игры, и что у них нет варианта добиться внимания к своему политическому образованию, если они не продвигают проекты, направленные на защиту социально защищенных слоев населения, не защищают простые человеческие права, если их не волнует экология, демография, беспризорные дети и отсутствие ремонта в многоквартирных домах. Это они заинтересованы решать наши проблемы, чтобы добиться нашего доверия. Тогда существование партий будет оправдано, и наша поддержка приобретет логику. А в другом варианте терять время, чтобы вернуть кого-то во власть, увольте меня от этой сомнительной чести участвовать в таком флешмобе.